В Кыргызстане каждый год растет число случаев домашнего или семейного насилия. В 2021 году их было зарегистрировано свыше 10 тысяч. В большинстве случаев пострадавшие – женщины. Но это те, кто дошел до милиции. Только одна женщина из 3 пострадавших от сексуального насилия обращается в правоохранительные органы. Пострадавшие от семейного насилия не заявляют о нем, потому что стыдно. Они беспокоятся о том, что скажут люди, либо не знают, куда обращаться. Также многие просто не доверяют милиции, думают, что милиция не будет ничего делать. Что такое семейное насилие? В Законе об охране и защите от семейного насилия дается такое определение. Семейное насилие – это умышленные действия физического, психологического, экономического характера или их угроза, а также пренебрежительное отношение, совершенное одним членом семьи, либо приравненным к нему лицом в отношении другого члена семьи или приравненного к члену семьи лица. Физическое насилие проявляется не только в побоях. Это когда толкают, умышленно создают ситуацию, которая вредит здоровью, лишают еды, сна и отдыха. Психологическое насилие проявляется в систематическом унижении, манипуляциях, оскорблениях, словесных, жестами и мимикой. Постоянный контроль и преследование, безосновательная критика и шантаж также относятся к психологическому насилию. Ограничение доступа к деньгам, запрет на работу и учебу – это экономическое насилие. Его высшая форма – лишение крыши над головой, одежды, другого имущества или денег, на которые человек имеет право. В отношении кого совершается семейное насилие? В большинстве случаев семейное насилие совершается в отношении женщин, но могут пострадать и мужчины, и дети. Например, в 2021 году из более 9 тысяч пострадавших от семейного насилия охранные ордера были выданы 8,5 тысячам пострадавших женщин, 311 мужчинам и 264 несовершеннолетним. От семейного насилия страдают пожилые члены семьи, а также лица с инвалидностью. Сообщить о семейном насилии может любой, кто стал свидетелем или узнал о нем. Милиция обязана отреагировать на такое обращение и выдать пострадавшему лицу охранный ордер. Комитеты по охране и защите от семейного насилия. 10 лет назад в Кыргызстане заговорили о создании КПНС. Это комитеты по защите от семейного насилия. Их называют по-разному. Комитеты по предотвращению семейного насилия, по предупреждению, по профилактике. Теперь по специальному закону это комитеты по охране и защите от семейного насилия. Это постоянно действующий коллегиальный орган, созданный на общественных началах местным самоуправлением, мэрией или айлыкмөтү. Его основная цель – содействие предотвращению насилия в семье, насилия в отношении женщин и девочек. Комитет необходим для взаимодействия и межведомственной координации. Кто может стать членом комитета? Членами комитета могут стать представители местных органов самоуправления, квартальных и уличных комитетов, депутаты местных кенешей, представители социальных служб, здравоохранения и образования, органов внутренних дел, прокуратуры, а также активные граждане, представители гражданского сектора, из судов аксакалов, женских комитетов, а также священнослужители. Как могут помочь комитеты пострадавшим от семейного насилия? Комитеты в первую очередь могут оказать консультативную помощь жертвам, правовую, психологическую. Помочь жертве семейного насилия устроиться в кризисном центре, если есть необходимость. Например, если жертве некуда больше идти. Члены комитетов могут сообщать о фактах насилия правоохранительным органам и прокуратуре. Члены комитетов зачастую сопровождают пострадавших в милицию, находятся рядом, следят, чтобы их права не нарушались во время следственных мероприятий. Также комитеты мониторят ситуацию с нарушением прав на безопасную жизнь женщин, детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. В комитеты могут обращаться не только пострадавшие, но и их родственники или знакомые, чтобы получить информацию или поддержку. Важно! Все услуги комитетов предоставляются конфиденциально, бесплатно и анонимно. При обращении не обязательно спрашивать фамилию или адрес пострадавших. Данные пострадавших могут быть направлены в соответствующие органы, только если есть их согласие. Если же пострадавшая не достигла совершеннолетия, согласия не требуется. В таких случаях оповещение соответствующих служб, например, правоохранительных органов, прокуратуры, социальных служб, необходимо. Зачем нужны комитеты по защите от семейного насилия в регионах?
Такие комитеты должны появиться в каждом городе и аильном аймаке. На местном уровне это самый эффективный способ профилактики насилия. Уже действующие показывают хорошие результаты, помогают пострадавшим, предотвращают ранние браки и повышают осведомленность местного населения по теме семейного насилия. Члены комитета – это те же местные жители, которые понимают и знают, как помочь пострадавшим. Они могут быстро отреагировать на проблему, оказать необходимую помощь и сопроводить пострадавших в соответствующие службы. В решении проблем семейного насилия в регионах высока роль гражданского участия. Запретительные меры не будут эффективны, если людям не объяснять, если их не просвещать и не информировать. Если вы и ваши близкие пострадали от семейного насилия, обращайтесь в комитеты на местах. Инициируйте создание такого комитета в своем городе или аильном аймаке. Это важно. Помощь пострадавшим от насилия в семье должна быть доступна каждому. Проблему семейного насилия замалчиванием не решить. Проблему легче решить общими усилиями.